Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. До последнего дня он остался верен воинской присяге. Якутянин погиб во время военной операции в Донбассе. Стабильной остается эпидобстановка в Алекминском районе. Озвучим свежие данные. Арктика. Устойчивое развитие. В Москве завершилась 7-я международная конференция. Во время военной спецоперации в помощь республикам Донбасса погиб один якутянин. Александр Иванов, житель города Томот Алданского района, погиб при исполнении служебного долга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Айсан Николаев. После прохождения срочной службы Александр Иванов остался в рядах российской армии и перешел на контрактную службу в Амурской области, откуда и был призван. Александру было всего 22 года. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге, написал глава Якутии. Семье Александра Иванова будет оказана вся необходимая помощь. Представители России и Украины на втором раунде переговоров договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев. На время эвакуации жителей в этих районах возможно временное прекращение огня. Как сообщил журналистам помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сторонам удалось найти взаимопонимание по ряду вопросов. В ближайшее время пройдет 3-я встреча, скорее всего, также на территории Беларуси. Главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны, представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. Между тем, в Якутию прибыли первые беженцы Донбасса. В Нерюнгринский район прилетели 6 граждан. Это 2 матери с детьми, приехавшие по месту работы и жительства своих мужей. Уполномоченные органы оказывают содействие прибывшим семьям в обустройстве. Один ребенок устроен в школу. С участием волонтеров жителей района одной семье, которая нуждалась в помощи, предоставлены медикаменты, детское питание и одежда. К другим темам. В Москве завершилась 7-я международная конференция «Арктика. Устойчивое развитие». Ее главные цели – это обсуждение актуальных вопросов, связанных с Заполярьем, наука, промышленность, коренные и малочисленные народы, проблемы с оттоком населения. Десятки экспертов в рамках деловой площадки обсуждали пути развития Арктики. Подробности у Максима Кардозу. В рамках конференции эксперты подвели первые итоги председательствования России в Международном арктическом совете с начала 2021 года. За это время были реализованы десятки масштабных мероприятий и проектов, главная цель которых – улучшение качества жизни жителей Заполярья. Это инициативы в области доступного образования, медицины, инфраструктуры. Особое внимание уделяется проблеме изменения климата и деградации вечной мерзлоты. С учетом происходящего быстрого изменения климата в Арктике в качестве первостепенных рассматриваем задачи по повышению адаптации региона к этим реалиям. Речь идет о развитии сотрудничества, в частности, по таким направлениям, как минимизация антропогенного воздействия, сохранение и восстановление окружающей среды, в том числе биоразнообразия, рациональное использование природных ресурсов, развитие взаимодействия в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В России Заполярью уделяется особое внимание. В 2020 году президент страны подписал указ об ускоренном развитии Арктики в ближайшие 15 лет. На севере уже реализуются национальные проекты, госпрограммы поддержки бюджетников и предпринимателей. Внедряются инвестиционные планы крупных корпораций. Экономический подъем почувствовали все арктические регионы России. В Якутии, например, запустили сразу несколько мегапроектов. Наконец-то вышли и решены основные вопросы по началу добычи редкоземельных металлов, крупнейшим в мире месторождении Тамтор. В конце прошлого года успешно прошли конкурсные процедуры и начинается разработка крупнейшего золоторудного, последнего, наверное, в стране неразыгранного крупнейшего золоторудного месторождения Кючус. Рядом начинается строительство атомной станции малой мощности.
Что это означает для Арктики? Это для Арктики означает, что появятся новые рабочие места. Уже сегодня инвестор обсуждает вопрос строительства автодороги, продленной по срокам эксплуатации 1300 километров от федеральной дороги Колыма до устья реки Яна. Это значит, Верхоянский и Устьянский район получат стабильное автомобильное сообщение с центром республики и со всей страной. В рамках конференции эксперты также обсудили региональные инициативы. Специалисты на местах предлагают развивать в Арктике животноводство, поддерживают необходимость помощи малому и среднему бизнесу, а также стараются искать новые стимулы для молодых специалистов оставаться на севере. Все озвученные тезисы отобразили в резолюции, которую отправят в Госдуму и Совет Федерации. А в конце форума представители Якутии вручили организаторам почетные знаки столетия ЯССР и пригласили на будущие торжественные мероприятия, посвященные юбилею. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. А сейчас смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Добрый день, уважаемые жители республики. За последние сутки выявлено 825 случаев новой коронавирусной инфекции. Сохраняется тенденция распространения заболевания в районах республики. Только 23,4% новых случаев было зарегистрировано в городе Якутске, в районах 76,6%. Из числа вновь выявленных госпитализировано 75 человек. В целом по республике развернуто 1727 коек для лечения больных с COVID-19, из которых сохраняется в резерве 28,8%. На 4 марта лечение в стационарах получает 10% пациентов, в амбулаторных условиях 90% пациентов. За сутки выздоровело 175 человек. Доминирующим возбудителем является штамм омикрон. Но вместе с тем 20% COVID-19 связан со штаммом дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы не у вакцинированных пациентов, а с тяжелой сопутствующей патологией. Важно обратить внимание, что все-таки в данном случае необходима специфическая профилактика. И эта специфическая профилактика должна быть, конечно же, у всех, и в том числе у лиц старшего возраста и у лиц с хроническими заболеваниями. Что касается вакцинации, первым компонентом привито 83,5% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 145 241 человек. Это составляет 60,8% от общего количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в следующих районах: в Алданском, Мегино-Кангаласском, Баймяконском районе и в городе Якутске. Уважаемые жители республики, необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы идем далее. Стабильной остается эпидситуация в Алекминском районе. Отмечают небольшое снижение по обращениям. Подробности у Елены Фаст. На сегодня в Алекминском районе 187 пациентов получают лечение от новой коронавирусной инфекции. Из них в ковид-госпитале находится 31 человек. На амбулаторном лечении 156, из них 77 взрослых и 79 детей. Это 50 горожан и 55 сельских жителей. В стационарном лечении у нас, как мы ранее говорили, у нас в основном пациенты нашего пожилого возраста не вакцинированные. В большинстве они не вакцинированные пациенты. У нас в районе циркулируют, видим, штаммы дельта и омикрон, потому что на стационарном лечении у нас пациенты, количество их не сокращается, они на одном уровне держатся. Статистика по стационарным пациентам наглядно показывает: вакцинация необходима в первую очередь для собственной безопасности. Очень отрадно, что сейчас желающих стало побольше. На ревакцинацию идут охотно, ежедневно ставится где-то около 30-40 вакцин по району. Поликлиника работает в плановом режиме. Снижение вызовов дало возможность разгрузить нагрузку для медиков. Алгоритм для обращений остается прежним. Кабинет неотложной помощи также функционирует. За вчерашний день было
обращений 12 взрослых, да. И выездные терапевтические бригады также выезжают по адресам, обслуживают вызова по поводу ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Первая партия новых автобусов прибыла в Якутск. Всего республика получит 100 новых автобусов, которые были приобретены к столетию якутской автономии. Из ожидаемых 100 автобусов 90 будут курсировать по внутригородским маршрутам, 10 на межулустных перевозках. Автобусы выйдут на маршрутные линии в конце мая после прохождения всех процедур регистрации. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Владимир Сивцев сообщил, что передача новой партии автобусов запланирована на 27 апреля, День Республики. При поддержке Минпромторга и по итогам встречи Арсения Сергеевича с Денисом Валентиновичем Мантуром в рамках Восточного экономического форума реализуется проект 100 автобусов к 100-летию Республики. И сегодня в МУП ЕПАК пришли первые 6 КВЗ. Новые современные автобусы, работающие на газомоторном топливе и рассчитанные в том числе для маломобильных граждан. В Усть-Нере, кроме основного поселка, есть 2 отдаленных микрорайона. Индигирский – это район аэропорта, он в 8 километрах, и Нерский, до него 4 километра. Светлана Поцелуева о том, как там решают проблему транспортного сообщения. Почти месяц на автобусных остановках поселка Усть-Неры не ступала нога человека. В начале февраля у нас отобрали последний автобус, который нас доставлял на работу и детей в школы. 2 с лишним недели мы ездили на такси на работу, 250 сюда, 250 назад, и отправляли родителей детей точно так же на такси. Ладно, мы работаем, мы можем и продукты купить в Нере, привезти домой семью, накормить. Но дело в том, что есть пенсионеры, и чтобы поехать в Неру за булкой хлеба, им обойдется на 555 рублей. 500 рублей такси, 50 рублей булка хлеба. 2 дня назад проблему перевозки школьников решили. Ученики будут ездить на школьном автобусе «Газель» на 11 мест. Буквально в сжатые сроки был построен маршрут движения автобуса, значит, проведен технический осмотр автотранспортного средства и доведена информация до родителей. Маршрут у нас полностью по времени построен, мы уложились в точные сроки. Значит, надеемся, что данная работа будет дальше улучшаться, совершенствоваться. Нам нравится этот автобус. Проблему поездки в магазин, детский сад, больницу, на работу, а потом обратно домой каждый житель микрорайонов решает сам. Что же случилось? По требованию прокуратуры района было расторгнуто соглашение с индивидуальным предпринимателем, который осуществлял перевозки в поселке. Администрация поселка ведет работу по приобретению нового рейсового автобуса. В это же время отрабатываются все возможные варианты, чтобы возобновить перевозки жителей нашего райцентра. Нас уверили, что администрация поселка уже нашли альтернативный вариант. Остается верить на слово. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.